Сода борбору. Сода борборунун ичинде китап бар экен. Тале. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне сказали, что на русском. А, на русском? Классно. Немножко я помню. Помните? Мой сигарет. Она встречает меня. Сура видит, да. Сигареты, да. Элекене, да? Да. Снегин. Здравствуйте. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Эстонияда Винси деген уездде жүрөбүз. Биякта китепкана бар. Ошо китепкананын директору менен тааныштыра кетейин. Здравствуйте, спасибо вам, что уделили время. Я хотел вас представить гостям, нашим библиотекарям с нашей стороны, русским библиотекарям. Представьтесь, пожалуйста, и немножко расскажите про библиотеку вначале. Я директор Центральной библиотеки Вимси. Меня зовут Тио Вальм. Что сказать про Вимси библиотека? Это самая новая в настоящее время библиотека. Мы в этих помещениях немножко больше, чем 3 года, а библиотека старая уже, старее, чем 100 лет. В настоящее время, я думаю, что библиотека в жизни жителей Вимси, а этих 22 тысячи, и не только Вимси, люди приходят из Таллина тоже, чтобы стать читателями нашей библиотеки. Это важное место, где работать, где найти новые книги или что-то, музыку, или участвовать в наших мероприятиях. У нас это фонд 96 тысяч, довольно много, откуда найти книги, что читать. А мероприятий у нас в год почти 100, всякие разные концерты, встречи с писателями, кружки чтения для взрослых, для детей. Всякое бывает здесь, потому что у нас был прошлый год как раз год библиотеки. Это всей республики. И участвовала в этой акции, можно так сказать, больше 500 библиотек. У нас в Эстонии 500 чем-то разных библиотек. Это общие, это школьные, да, это публичные, да, и так далее, да? Да. И можно сказать, что в прошлом году самое главное такое, девиз библиотек было, чтобы как раз массовые библиотеки, чтобы они стали как центром локальной жизни. И я могу сказать, что мы и строились, проектировали свою библиотеку как центром локальной жизни. Здесь есть и нужно собираться наши правительство, наше самоуправление, то нужно это вакцинация, то нужно выборы, место выборов, то всякое бывает здесь. Очень познавательно. Если позволите, можете покажете библиотеку. Пожалуйста. Большой зал у нас. Здесь 100 мест. И я начинаю. Если вы хотите, то садитесь, Сири. А сколько у вас времени? Есть? Да, до утра. Тогда. Значит, наверное, как вам лучше? Здесь было мероприятие в субботу, и поэтому вот такое положение этих столы, стулья, так. Но как раз четверг вечером будет концерт
тогда 100 мест поставим стулья. И, ну, я вначале расскажу вам. Наверное, вы не встретили, что библиотека находится в торговом центре. Но вначале о том, что вот эта библиотека 100 лет и 3 года. Так что в 1920 году основали. В то время, в течение 100 лет библиотека была 9 разных мест. В начале, когда мы восстановили свою Эстонскую республику, тогда в начале библиотеку не нашли места, не совсем хорошие помещения. Когда в 2000-х годах я была 11 лет как генеральный директор Национальной библиотеки. Вообще-то массовые библиотеки меня не интересовали. Но в 2014 году я думала, что посмотрю, здесь был как раз конкурс директора, и я думала, что хорошо, посмотрим, какая библиотека сейчас. Вообще-то это тоже ведь довольно богатый уезд, если много õige, eks see on ikka väga rikas. Ja. А вообще-то библиотека, музыкальная школа, школа художественных искусств, они не были в таких хороших условиях. И когда меня сюда выбрали директором, тогда я сказала, что вот такое очень богатый уезд и нет библиотеки. Вообще-то я и мои коллеги, мы многие в 1990-х годов учились в Финляндии. Вы ведь знаете, что в Финляндии вообще-то скандинавские страна есть самые хорошие библиотеки мира. Оди, вы, наверное, там не были, если нет, то я вам предлагаю ехать через это уезд и посетить Оди. И вообще-то другие библиотеки тоже. У меня там связи с библиотекарями более 30 лет. И что я заметила, когда я сюда приехала, что эти хорошие... Как-то ведете учет? На магнитах? Нет, вот это штрих-кодом вы ведете учет, правильно я понимаю? Да, конечно. Сейчас я покажу вам, какой трip-код. У нас новый. Смотри. RFID. Понятно. Радиоволна. Да, и сейчас я покажу, как работает самообслуживание. Вот это очень интересно. Потому что вообще-то коллеги у меня боятся, что, может быть, их даже не нужно в будущем. Но все равно библиотекари, они рекомендуют. А вот если человек найдет сама книги, может себе, покажу где, можно себе это выдать и даже обратно в той помещении дать книги. И даже если библиотека закрыта, то это на дворе есть такое. Понятно. Ну, посмотрим еще. Всё. Это это выставка из Национальной библиотеки, и они в понедельник придут объяснить. Это по природе, что можно все в природе найти, в то же время, что надо сохранять природу. Природа, бумаги. Да. В понедельник вечером тогда придут с лекциями они. Надеемся, что в понедельник тоже люди придут сюда. Вот, например, вы сейчас сказали о том, что библиотекари боятся
цифровизацию. Немножко. Да. Немножко боятся, что они могут потерять работу. Но библиотека, основная задача не только же учет, и Конечно. не только это. У нас очень много мероприятий. Мгм. И кроме этого, вообще-то, люди постарше, они предпочитают все-таки, чтобы общаться с библиотекарем и не общаться с машиной. А я сейчас покажу, как это можно. Ой, Ой, я себе возьму вот эти 3 книги. Хорошо. Мгм. Но можно и 4. Ясно. Давайте я помогу. Так. Давайте помогу. Ничего. Ага. Сейчас. А это пункт выдачи, да? Система. Здесь я сама могу. Когда была у нас и не общаться с библиотекарем. Рядом не снимай. Но 4 книги. Уже она посчитала через RFID, Мгм. какие книги это, да? Но я хочу взять этих. Хорошо. Мгм. Здесь можно квитанцию получить или на это электронный пост квитанцию получить и Не даже получается. не. Ничего не И я ничего не хочу. Мне сказали, что спасибо. Мгм. Так что, И если спасибо, ei, теперь книги вы хотите meil on выбрать. eesti keel. ma vaatan, siin on lipud, vaata, ma selle ja, Теперь- aga kuna see on Attune Library RFID ja see on see põhitarkvara. А вот эта программа, это Это чья-то- сделано в Эстонии. это местные ребята. Да, местные они, мы Да. первые. И внедрили. вообще-то я сейчас знаю, что и другие хотят Внедрить. от Министерства культуры Ага. получить, значит, поддержку за финансирование. А сейчас я читала этих очень быстренько. Теперь мы возвращаем книгу, правильно Да. я понимаю? Все. Это я получаю сейчас на свой это электронную почту такое заявление, что 4 книги. Возвращены. Да. И мои коллеги, они там видят, что окей, наверное, там еще больше книг, чем эти 4, но видят, что вот 4, и скажем вот так, что резервировано другим читателям все этих 2. У них там какая-то, наверное, там Люди. люди. Сейчас. Сейчас потом не видим, подойдем. пойдем Потом подойдем. на 2 этаж. Тогда к детям. Может быть, потом посмотрим, как это работает. Вы же тогда напомнили, сказали, что у вас 3 филиала. Одна в школе, одна в острове и 3 это в торговом Нет, центре. нет. 2 в школе. 2 школы. Это главное, это как это центральная библиотека. 3 филиала, 2 в школах и 1 это на острове. Школа, у школы есть своя библиотека или Да, это подчиняется? конечно, есть. Она кому Но- подчиняется? В школе. В школе. Но вообще-то, вот я сказала вам, что эти 2 филиалы, которые находятся в школах, там так, что школьная библиотека, в основном это учебники. А как раз для уезда там есть и, скажем, другая литература, которую жители могут себе, боже мой, это взять. Получается, есть в школе, если правильно понял, школьная библиотека и плюс общественная Они библиотека. вместе. Они вместе. Да, в одном помещении. Управление с кем это? Но с половина со мной, а половина школьной Вы директором. подчиняетесь Я не подчиняю никому, только самоуправлению. Самоуправление. Да. Меня взяло самоуправление на работу. Понятно. вашему самоуправлению помогли. Так что Потому что у нас есть, спасибо.
есть какая-то идея объединить либо школьные, министерство, общественные библиотеки? Э, Как вы думаете? У вас если такие вам- реформы проходили или нет? Да, но Латвия это раньше сделали такую реформу. Это было 90-х годов, когда это вот так решили и сделали. Это неправильно было, потому что это можно сделать только в местах, которые сама хотят. Выборочно. Да, где это можно, где, скажем, вот есть помещение, потому что если вот, скажем, жители ходят в такую библиотеку, где школьная, это половина школы и другая для всех открыта, то это должно быть, там должно быть код с улицы, а не из школы. Нет, не из школы. Да, потому что В это целях мешает безопасности ведь. детям, в целях Да, удобства должна быть отдельная хлопка, да? конечно. Но в другом смысле, я могу даже сейчас это сказать. Когда мы открыли здесь в центре, где ходят транспорт, где все может быть как-то координировано вместе, то я даже думаю, они не решила и предложение не дала самоуправлению пока, что вот эти филиалы, которые как-то рядом здесь, не очень далеко, они потеряют уже читателей, взрослых читателей. Конечно, там есть свои читатели, ученики, учителя. Может быть, там и останется, вот скажем, место для чтения газет. Но нужна ли это? Так что есть филиал, где вообще-то мы должны контактировать литературу, это первое. А второе, если вот кто-то желает из взрослых там, скажем, какой-то роман, то это можно заказать отсюда. Или человек придет на автобусе, или на машине. Сразу это. Пока я... Если... Да. И, скажем, вот если еще надо сократить какие-то финансы, то это есть... Но евро пока предложение сделаю. Потому что... Нет. Мы уже ходили так много, но вообще-то здесь дети придут с младшего возраста и вот скажем, если на улице ходят и грязно там, тогда все-таки может быть кто-то не бегает. Давайте бахилы. Не надо даже сейчас. Вы уже гуляли много. Ага. А вот это детский. Здесь они рисуют, Да, читают. здесь тоже есть для выставок место. Здесь у нас был конкурс. Только что в январе это кончилось. Кто в сапогах? О, все Они- крутится. Я не знаю, как это О, вот это на меня на похож. Я попробую. русском. Куда снять? Тюпик, ну кот. Так что участвовали. Здесь детская литература, там далеко, немного дальше юношеская литература. Да, может и так. Можно и так. Это что-то интерактивное. Интерактивные. Здесь могут играть. Но немного. Немножко могут играть. Свинка Пеппа. Потому что это все-таки библиотека в основном. Ага. Вот там эти компьютеры, компьютерные игры, там заграничали, что на 1 час не больше. Ограничения, да? Да, вот там в конце. Сейчас даже не открыто сегодня. Наверное, кто-то не хотела пока. Получается, Это юношеская литература. юношеская, В основном они
дети, учителя, они с классовой придут сюда, и они предпочитают, что вот эти уроки, они были там внутри этих Кофеки. группов. Да, Мгм. что вот дети могут сидеть, мы рекомендуем там книги, или придет писатель, или учительница, что-то. Мероприятие провести. Да, так что вот это хорошее место. А есть ли у вас какие-нибудь ассоциации библиотек или объединения? Ой, да, у нас ассоциация эстонских библиотекарей как раз сейчас в этом году торжествует это столетие. Столетие. Да, А чем они занимаются? всеми конгресса эстонских библиотекарей, всякие эти мероприятия, да, но всякое бывает. Только что конечно, какие-то награды. Самая хорошая такая, самое хорошее дело, самая хорошая библиотекаря, всякое. Помогает даже защищать не только одну интерес, а в целом систему, да? Да, Получается? да, не только что. Вот есть, конечно, секции деревянных библиотек, городских библиотек, научных библиотек, массовых библиотек. Вот. Так что, Раз в год бывают ли какие-то мероприятия, там форум или конференции? ой, не раз, а есть много раз. Значит, это годовое это мероприятие, собрание, это в феврале. М. Но всякое такое, что вот по группам, по филиалам, они собираются несколько раз в год. Понятно. И, значит, они действуют при Национальной библиотеке. Понятно. Сейчас Национальная библиотека, там генеральный ремонт. Идет, да? Да, М. это помещение 90-х годов. Вот, мне ваш совет и опыт нужен, да, например, у нас сейчас идет трансформация, да, нашей библиотеки. Мгм. Многие мы сейчас учимся, как писать проекты, как все это продвигать. Вы это все прошли. Вы как, Да, можно так И сказать, ну, что ну. первые проекты даже Европейский Союз, Национальной библиотеки я писала в 97 году. Мгм. Вот этот опыт, поделитесь, скажите, что вас мотивировало, что вот так делать, не сдаваться, а идти вперед. Можно так сказать, что вот многие сейчас ведь и даже вот в 90-х годов они думали, что все на электронном виде будут и книги, не бумажные, а электронные. Но эти 30 лет показывало, что мы должны сохранять все свое старое, что печатали, и как раз в электронном виде. Есть и молодые, новые читатели, которые предпочитают читать целую книгу отсюда. Понятно. Как раз открыли в Национальной библиотеке такой проект, как Мирко. Там есть в электронном виде и книги, и можно их аудио послушать. Но я думаю, что вот как раз в 90-х годов, когда мы начали писать проекты, основное было то, что вот мы читали, мы видели и в Финляндии, и в Европе, и ну, здесь намного видели, как дигитализация идет. И, конечно, мы только что начали учить компьютеры. Первый это компьютер у меня я получила в Министерстве культуры где-то в 93 году, а в библиотеке тоже. И можно так сказать, что чтобы начать быстро,
Не бояться. И не да, бояться, и другое то, что все-таки своих денег не хватает, чтобы опытом меняться. Не Вы даже- бояться делиться своими знаниями, Да, не бояться и применять вообще, новое, да? да, и вообще-то надо много посетить коллегов. Обмен опытом. Да, как раз. Но в советское время, конечно, был обмен опытом, но это было по-другому. Но когда мы 90-х годов и сейчас дальше, ну, я тоже вот обнаружила 10 лет назад, что вот коллеги из Финляндии решили, что надо двигать библиотек в торговые центры, а не построить такие дворцы, какие они Были изначально. раньше построили. Там очень удобно. Да. Да. Так что я думаю, что есть все время что-то новое. Сейчас от меня спросили, ну, куда вы сейчас? Сейчас, значит, вы уже перешли на самообслуживание. Но я думаю, что следующие это роботы в библиотеку. Ну, Есть в некоторых Ну, местах. библиотекари были изначально, когда придумали письменность. В цифровом веке мы найдем свою нищую, да? Я в этом уверен. Основное то, что не надо бояться. Да. Мы ведь тоже учили в школах английский язык, немецкий язык, а мы это не практиковали. И 90-х годов, когда мы первые такие выезды сделали, может быть, языка пока не очень хорошо не практиковали, но начали поговорить. Тогда от нас спросили доклады. Это ИФЛА. Я была ИФЛА, обязательно посетите ИФЛА. Там можно общаться с разными людьми, посмотреть библиотеки, быть этих конференциях, трудовых этих кружков и, ну, как сказать, общаться с людьми. И мы тоже ведь практиковали язык и так далее, и не боялись. Вот смотрю, Сейчас PlayStation стоит, 4, если не ошибаюсь. Да. Это Пока сколько никто времени не- дается? Сколько времени дается, чтобы ребята 1 могли- час, не больше. Понятно. А вот я удивляюсь, где мои эти Дети, 5 да? юношей украинские такие. Вот система. Они не любят, вот смотрите сами, они в эстонском классе. Только что начали осенью. И вообще-то трудовато. Я общалась с ними. И можно так сказать, некоторые придут утром, возьмут на час, играют здесь. Тогда гуляют на час, обратно, на другой час. А сейчас, не знаю, в школе, наверное, А вот этот концепт дизайн, это дизайнер делали или вашими? дизайнер, А. все это. Архитектор. Да, у нас была архитектор и дизайнер, чтобы это все сделали. Но вот здесь молодежный центр, я не, Другой центр это, да? да, здесь не читают, а играют. Понятно. Раньше здесь не было дверей. Вообще-то у нас не одинаковые эти трудовые часы, во-первых. И во-вторых, они слишком шумят. И когда мешают нас, и это одно, и вообще-то другое то, что когда корона закрыла наши двери на несколько месяцев, то тогда мы организовали сразу эти двери. Сейчас спокойно. Середойски напутали на meie. А там что? Полки, да? Да, там волки. Посмотрите. Гуляйте, посмотрите. Я. А какие есть, например, профессии или роли в библиотекарском деле, которые точно робот не заменит никогда? Вот Ну, кто не сможет. это рекомендование книг. Совет это- посоветовать.
да, посоветовать, общение людьми. Но есть разные посетители. Некоторые нет времени. Быстренько, они с этим обслуживанием уже привыкли. А другие как раз есть время, постарше. Я хочу говорить, обсуждать, что я читала, а может быть какие-то рекомендации получить, что на следующий. У нас есть как раз вот Рейд. Сейчас сегодня работает здесь. А кроме этого, она руководит и книжный это кружок. Туда где-то 6-7 уже постарше таких дам занимают вообще-то чтением, рекомендованием. Они в один раз в месяц собираются и чай пьют и говорят о книгах. Да. Кстати, детские чтения тоже люди собираются, Да. кто-то читает, потом обсуждают. Сегодня, вчера было это для самых маленьких с детского сада, где-то там 3 годика они были. Сегодня опять. И даже сегодня 2 года они немножко только что начали. Конечно, им пока нравится. Ну вот, что самое, один раз мы сказали, я стала об этом думать, когда мы были маленькие, нам читать на ночь, и мы засыпали. Мне кажется, в этом есть небольшая проблема, потому что ты привыкаешь к тому, что тебе читают, и ты надо засыпать. И намного лучше, когда ты приходишь в библиотеку, Так и так. ну немножко есть такое, да? Да, так Что и ты так. оп, а тут, когда собирается кружки, читают, и ты дальше идешь, что ты делаешь, и тебя не разъясняет, это говорит лекция, что ты так, все, тебе читают, я спать. У нас же уже 11 лет мы летом, когда каникулы, организуем эти детские летние чтения. И есть книги новые, кстати, не старые, новые, которые мы предлагаем, что дети читали бы, но в течение там 2 месяца, когда каникулы. Раньше занимались и собиралось там вместе где-то почти 200. Конечно, во время этой короны сократила, но в прошлом году тоже мы организовали. И больше 80 этих детей собиралось. Вообще-то в конце там какой-то очень интересный человек придет. И да, и вообще-то должно быть торт. Да. Торт обязательно. Где-то цифра, что 11 лет уже, 11 раз. Вот здесь программа здесь тоже работает. Да, Насчет программы пара вопросов. Рикс. И получается, эта программа разработана местные разработчики. Вы его купили или они вам подарили? Или это нет, это у нас в Эстонии 2 программы. Это Рикс, это очень хорошая программа, эстонская программа. И мы каждый месяц платим лицензию. Так что где-то там у нас 8 рабочих мест, и по лицензии мы платим 140 чем-то Евро, да? евро. Смотрите, это все информация, она держится на вашем компьютере или через интернет она работает? Это сервере того Teltmar, это фирма, Да. компания, их сервера. Это Получается, если интернета не будет, то будет. программа... Нет, допустим. Ну, Если- хорошо. Да, допустим, интернета если нет, то вот эта система не будет работать, да? Или Да, я так хотел и спросить, есть. автономная она программа или Нет, это это через интернет. через интернет, да? Потому что если автономная, то тогда мы не можем смотреть, что в других библиотеках. Мы обязательно должны это знать. И соединение. да, и если вот говорить, да, что мы рядом с Сталином, Мгм. национальной библиотеке или других там научных библиотеках,
или городской библиотеки, центральной библиотеки Таллина, только через интернет. В начале 90-х годов мы начали, конечно, быстренько хотели, чтобы нам тоже что-то, какая-то компьютерная система была. И это была финская система, как раз не через интернет. И через год мы это, конечно, меняли на другую систему, чтобы интернет должно быть. Это не первая программа, а уже несколько этапов вы прошли. Это вторая. Это вторая программа, да? Так что мы должны все-таки общаться и с другими библиотеками, не автономными быть. Вот я работаю, получается, в учреждениях, но моя задача еще работать с библиотекарями. У меня их школьные библиотекари, их более 2000 штук у меня. Вот мы вот недавно начали вот такие, как вы сказали, собираться, опытом делиться. Мы как бы началом пути, да? До нас как библиотекари всерьез не воспринимали, но мы сейчас внедряем вот цифровизацию. Почему я спросил, онлайн или офлайн программа, да? Да, мы онлайн решили. Онлайн. Да. В принципе, очень много вопросов еще есть, но с сжатостью времени, наверное, последний вопрос вам задам. Хорошо. Библиотека, мы знаем, что библиотекарь – это человек, который прививает любовь к чтению детей или взрослых, ну, неважно. Но почему вы стали библиотекарем? Это очень интересный вопрос. Но, кстати, я не хотела стать библиотекарем. Я хотела идти в Тартусский университет и стать журналистом. Но как раз было то, что я в семье одна дочь. Так что мне сказали, родители сказали, что ни в коем случае не Тарту. Найди себе что-то в Таллине. Ну, как раз в гимназию пришли какие-то рекомендовать свои эти направления в университете, Таллинском университете. Я думала, что интересно все-таки инфотехнология, что-то и библиотековедение. Вообще-то я в то же время и любила очень много читать. Но, кстати, в своей этой карьере, это довольно длинная, у меня уже 46 лет. И я не работала как библиотекарь. Только вот здесь иногда есть коллеги, они много заболеют, то я Вы очень... менеджер библиотеки. Тогда я вообще-то... Поэтому что библиотека тоже ведь услуга, один из основных услуг. И если мы говорим, что люди нуждают в пищу, вообще-то все, что нужно, чтобы одежды были, чтобы аптеки были, что там было бы в этой центре, где и библиотека, там было все услуги, которые человек нуждает. И вообще-то, когда я приехала обратно сюда, из Финляндии, было быть несколько лет от этого, когда я последний раз в массовых библиотеках Финляндии была, то я сказала, что вот мы нуждаем новые помещения для библиотеки, и это тогда основное это правило ИФЛА, это общемирная организация библиотек, есть стандарт, по стандарту есть так, что 100 квадратных метров для 1000 жителей. А здесь 22 тысячи жителей в этой уезде.
А у нас было тогда чем-то 500 квадратных метров. И не было хороших мест, чтобы мероприятия организовать или какие-то другие мероприятия, töötoad, kuidas see on. Да, воркшопы и разные и так далее. Но это было нелегко. Я начала вообще-то агитацию здесь сделать в течение 2 года или даже больше. И мне даже сказали, что ты вообще-то мечтаешь, а я вообще-то и ничего не получаешь. А я сказала, что я не мечтаю, я сделаю. И вот до сих пор ведь, скажем, эти законы, которые 90-х годов и Министерство культуры приготовило, то они действуют до сих пор, магазин. И кроме этого школы и так далее. Но в конце концов, в конце 2018 году, перед Рождеством, нам подарок сделали. И решение было, что вот библиотека будет здесь. И через 5 месяцев вы должны открыть. 5 месяцев. Здесь было и есть до сих пор 2300 квадратных метров. Но тогда мы подряд вообще-то 5 месяцев следующего года и проектировали, и строили, и вообще-то этих государственных заказов было 5, потому что так, что пойдешь в магазин, не покупаешь, так невозможно. Надо ведь... see riigihange. Да, это было летом. И вообще-то мы сделали 5 этих театров для мебели, для приборов, для всех. И, значит, закрыли библиотеку в 2019 году в ноябре, на месяц переехали сюда и открыли 5 декабря 2019 году. Я вообще-то могу сказать, что мы довольны. Если мы сейчас эти цифры посмотрим, что случилось. Это здание, это старое здание или помещение, там у нас было регистрировано 6 тысяч читателей. Сейчас у нас 17 тысяч с половиной. Каждый день сюда, пока еще вот, скажем, спокойно, но это 4 часа. Мы открыты до 8. И после работы люди придут. Таллин недалеко. Я, кстати, тоже живу в Таллине. Каждый день сюда-туда. И на автобусе. Я предпочитаю читать в автобусе. Ну, хорошо. Так что эти цифры уже показывают. В прошлом году у нас было, значит, посещений 200, on 200 000, 200 тысяч, да, 200 тысяч посещений за год. Но каждый день у нас здесь 300-500 посещений. Это зависит от дня, конечно. Но вчера было 400. Понедельник хороший день. Мы говорим, что среда не хороший почему-то. Но вот самое главное было, что у нас были и общественные помещения. Вот этот зал на 100 человек. И это мы чувствовали, что здесь не мероприятия, не встречи, не концерты, а здесь и местное правительство ведет свои эти переговоры, выборы были здесь в прошлой неделе 4 дня, вакцинация была. Сюда мы собирали в прошлом году в марте
помощь для убеженцев, украинских убеженцев. Это место, куда все-таки все это, да, это собирается сюда. Да. Кроме этого, на втором, где детский отдел и юношеский отдел, там еще другой зал на 50 мест. Кроме этого, если сравнить, сейчас мы будем немножко посмотреть эти помещения. Кроме этого, у нас раньше было для детей 9 квадратных метров. Подумать только. А здесь 4 школы. И сейчас у нас 500 и немножко больше квадратных метров. Но я вообще-то горжусь на второй этаж, что там есть. Потому что все-таки дети — это наши будущие читатели. Но кроме этого, здесь есть и студии чтобы музыку сделать. Здесь видеостудия, здесь 3 таких групповых помещений, где собираются люди, чтобы шахматы играть или бридж играть каждый понедельник, и в четверг придут утром уже постарше такие господа. И даже вот во время короны, когда мы были закрыты, тогда я сказала, что вы можете. Кроме этого, что было важно? Было важно, что здесь были бы индивидуальные такие помещения для работы, чтобы спокойно работать, или другое, что сюда свою домашнюю контору, контору вести. И они придут утром рано, потому что здесь спокойно. Они свои индивидуальные домашние мероприятия ведут отсюда. Почему бы нет? Что? Это бесплатно. Потому что местные жители. Сейчас я только что смотрела 96 тысяч. И что я могу сказать? Конечно, первое, что спрашивают, это зарплата. Потому что библиотека и работники культуры, они всегда нуждают в зарплату. Но вообще с 1 января этого года Министерство культуры, а мы местные самоуправление, потому что у нас нет никакой связи с Министерством культуры. Только мы от государства получаем на жителя деньги для комплектования. Это на жителя, число жителей. Но зарплата в том числе. В прошлом году Министерство культуры сказало, что вот этим библиотекарям и сотрудникам культуры, которые под это государственным финансированием, значит, Национальная библиотека и другие, а самоуправление, пусть они сами, но постарались бы, чтобы минимальная зарплата для сотрудников была с высшим образованием, чтобы было 1600 евро. Ну, минимальная. Это, да, можно, конечно, больше. Да, но мы ведь вообще-то дошли до этого. Я боролась, и в конце концов у нас у библиотекарей, ну, конечно, есть такие, кому есть больше немножко, но минимальная это 1650. Но насчет, я не хвастаюсь, но насчет финансирования для комплектования я не жалую, потому что мы от государства получаем, и даже немножко даже больше,
для комплектования от самоуправления. И у нас в среднем 70 тысяч евро для комплектования. Ну, что покупать книги, нет, для приобретения новых книг. Да, и не только книг, но и, скажем, там CD, всякое. А пойдем посмотрим, что у нас, кроме этого, еще 3 филиала. 2 филиала довольно новые, они при школах. Там есть, так что половина школьная библиотека, половина массовая библиотека. И, значит, библиотекарь, значит, получает получку, зарплату половину от нас и половину от школы. Но третий это филиал, это очень интересно, это Пранглий, на острове Пранглий. Такой маленький остров рядом здесь нашего уезда, и там жители, ну, почти 100. Но для детей, да, конечно, ну да, но, конечно, наши дети не обыкновенные, они тоже придут в библиотеку. Наверное, если мы пойдем сейчас на 2-й этаж, вы видите, что не все читают или даже не читают, а они посмотрят, что у вас, что вот здесь. Но, знаете, в школах вот так, у них есть такие списки, это школьные по классам сделают такие списки для обязательного чтения, или как это? Да, но, конечно, вот эти, там есть и новые книги, там есть и классик. Извиняюсь, ребята, коллеги, я затянул. Но мы взяли свой А это что полакус. такое? Это игра. Найти правильную книгу. Сейчас он объясняет, что книги, и вы должны найти правильную книгу. Получается, он задает вопрос, Да. это ответ из любых этих книг, один, да? Да. И я должен угадать. Ну, я хорошо понимаю эстонский, я нажму это, да? Нет, не угадал. Неправильно. Все, прости, я... Ставить ütleb, hästi. 5. Все, помощь зала нужна. Ладно. No nüüd О, угадал! 5, 5. Пятерка. Угадал. Все, давайте. Библиотекари. Все Это мы знает. сделали для детей, чтобы они узнали, нашли правильную книгу. Мгм. Как я всегда говорю, китапханачылар барын билет. Это библиотекарь все знает, потому что наша основная работа это консультировать, направлять и кроме этого все знать. Да, конечно. Или находить информацию. Если не знаешь, но находить Наши информацию. писатели, эстонские писатели. Очень круто, почтение. Вот такой зал, очень красивый, очень такой, хочется здесь не просто сидеть, а жить даже хочется. До 8 можно До 8 вечером. вечера, да? Да. Да, понятно. Вот теперь, ладно, осталась только одна автоматизация, чтобы эти книги пошли к полкам поставиться, правильно понимаю? Да, только Когда это. полностью автоматизация будет? Да, но в Норвегии я видела, как робот как раз поставил Эти книги? на стеллажи. А, Но я думаю, что все-таки библиотекарь нужна. И не только то, что вот кто-то там с роботом занимается. Тогда спасибо зрителям. Был очень интересный рассказ про библиотеку. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу китепканачылар,
сиздерге бүгүн болсо атайын алыскы Эстонияга келип, ошо китепкананын жаңы креативдик түрдө киргизген опыт менен бөлүштүк. Сейчас у нас последнее, да, все. Пока. Айта. Айта, это пока. Спасибо. Айта, это спасибо. Айта. Тала, это... Ака. Ядака. А, Это сложно. Ядака. Все, До спасибо свидания. вам большое. Спасибо.